Всем привет, Насиб Дейтом с вами. Я продолжаю говорить о космосе. Почему о космосе? Ну, потому что это мне интересно самому. Я обучаюсь, учусь и делюсь со своими размышлениями с теми, кому, возможно, это будет полезно. Ну, допустим, мы будем говорить о пространстве. Это очень интересная тема, на самом деле. Я очень много читаю мнений, и это не исследование, это и не наука, я говорю мнений, выражающих идею о том, что пространство может быть искривлено. Сама идея искривления пространства исходит из мнения, что якобы вот этот вот объект космоса, он может быть подвергаем каким-то физическим воздействиям. Да. Изменение, искривление пространства, это же что-то должно искривиться же, да, в пространстве. Ну и вот смотрите, мы сейчас находимся в пространстве. Это все каждый день, в любой момент времени, да, мы наблюдаем это явление, мы находимся в пространстве. И когда мы говорим, что пространство может искривиться, почему-то наш мозг здесь начинает тупеть, да. Вот смотрите, как наш мозг тупит. Ну, я раньше тупил, реально тупил. Я думал, что пространство, материально. Как материально, я не понимал, вот из чего пространство как состоит, но сказали, что пространство искривляется, значит искривляется. Я даже не думал, что пространство может не искривляться. Ведь, а можно так подумать, что пространство не имеет свойств искривления? И когда прослушал лекцию лекцию физика о пространстве, то я понял, что, оказывается, у меня понимание пространства это ложное. И вот смотрите, искривление пространства, да. Мы сейчас находимся в пространстве, вот мы реально наблюдаем этот объект, он перед нами есть. Вот он, у каждого человека есть. Ведь подумать, вот я сейчас кручу, допустим, искривляю, да, вот пространство, это же бред на самом деле. Ничего не искривляется, мы же это видим. А человек задает вопрос, там же есть воздух, там атомы кислорода, да, и мельчайшие частицы ведь, они же типа искривляются. Вот пространство может из частиц состоять, смотрите, оно, да. Из каких-то материй оно может искривиться. Вы знаете, вот я сейчас не буду проводить эти опыты. Допустим, если бы сейчас поджег бы, да, что-нибудь, огонь горит, представим, да, горит огонь. Это ведь физическое явление, горение. Что горит? Горит некий материальный объект. Трава горит, там бумага горит, еще что-то туда горит, сухая трава. Горит ли пространство? Вот тот объект, в котором он находится. Оно горит? Нет. А пространство-то не горит. А почему пространство не горит? Да? Вот. И залезем в воду, допустим, у меня есть один мой коллега, который тоже изучает космос. Он все время задает вопрос, говорит, говорит, если мы зайдем в воду, в ванну уже, мы вытесняем объем воды, говорит, и пространство тут же вытесняется. Но если мы полагаем, что пространство это материальный объект, конечно, да, у человека будут непонимания, он не может разделять реальный объект от мнимого. То есть вытесняется реально масса воды определенного объема, кубометра, допустим, да. Воды он вытеснился. Вот. Но это масса воды, это конкретный материальный объект вытесняется. Но само пространство-то не вытесняется. Оно как было вот в ванной и везде, да, вот и сейчас. Оно же не вытесняется. И второе вот физическое явление, которое мы также наблюдаем, вот смотрите, вот стена, да. Стена. Скажите, вот внутри этой стены пространство есть или его нету? Да, конечно же, есть. Там внутри этой стены есть пространство. Следующий вопрос. Можно ли стеной, точнее говоря, материальным объектом поставить заслон пространству? Раз такой материальный объект, да, и пространство на этом закончилось.
Можно это сделать для пространства? Нет такого закона. Вот, сколько бы, какой бы плотности этот материальный объект не был, продолжение пространства, оно будет. Пространство не зависит от этой стены забора, да, материального. Оно никак не зависит от этого. Сам забор зависит от пространства, материальный объект. Почему? Потому что стене нужно место для размещения. И вот у пространства есть свойство, называется оно объемность. И оно вмещает в себя всю материю. Вот. Меня вмещает, да, я в пространстве. Вот это суть объемности, это важная характеристика пространства. От того, что я сижу в пространстве, пространство не становится человеком. Не становится оно очками, да, вот, материальным объектом. Пространство не становится от этого каким-то предметом материальным, который он в себя вместил. Пространство не становится вот этой вот, не знаю, тюлью он не станет, да, стеной не станет, ну, компьютером тоже не станет. Вот этим мячиком небольшим он не становится. Это самостоятельный субъект, самостоятельный, отдельный от очков, от моих, не знаю, от моей головы, от моего тела, от рук, да, от стены, от всего материального. Пространство никак не зависит. А вот мое тело зависит от пространства. Почему? Чтобы быть мне как телом, да, как физическим явлением, как материей, да, оно должно где-то размещаться. А размещается в пространстве. И вот таким образом наблюдения наши, они стопроцентно точно говорят, это видно, да, и нормальный мозг понимает, блин, так оказывается пространство-то оно нематериально. От материи-то оно не зависит, оказывается. А почему мне в школе-то это, ну, да, ну, не знаю, обкурили меня, вот, допустим, мои мозги были обкурены вот этой идеей искривлением пространства. И вот я сейчас искривляю пространство, ну, вот сильно искривляю, вот, да, и что-то не искривляется ничего. Ну, у меня вся комната должна была искривиться, не знаю, вот. Искривляется объект материальный. Да, он сжимается, разжимается. О, искривление. Пространство искривиться не может. Это очень важное понимание реального объекта. Это реальный объект пространства. Но он нематериальный. Вот это четко нужно уяснить. Ну вот ладно, мы поняли. Пространство не зависит, оказывается, от материи. Это было наше заблуждение. Так, а есть ли границы тогда у пространства? Где вообще пространство заканчивается тогда? А может ли вообще пространство закончиться? Да, конечно, нет. У пространства нет свойств, которые, вот я еще раз повторяю, вот оградить стену. Ну, нету у него таких физических параметров, чтобы раз и забор поставили какой-то, ну вот здесь кончилось пространство. Нет этого. Пространство, оно нематериально и не имеет границ по своей протяженности. В любую сторону. Влево, вправо, вверх, вниз, куда хотите. И поэтому, когда мы говорим о пространстве, мы условно говорим, что оно трехмерно. Почему трехмерно? Потому что нам достаточно трех систем, которые дают понимание сути пространства. А это понимание сути объемность. Вот. Это мерности, как и вперед-назад, и я так по-простому. Я же не физик, я филолог. Влево-вправо – это вторая мерность, это по плоскости. Вперед-назад – это одна мерность, влево-вправо – вторая мерность. Да. Вверх-вниз – это третья мерность. И три измерения по протяженности. Это протяженность, это физическое явление, суть объемность. И этих трех мер достаточно, чтобы выразить суть пространства. Оно трехмерно. Если мы скажем пространство двумерно, мы не выражаем таким образом сути пространства. Двумерная вода. Вот, это плоскость. Да. По ширине, да, вот. И по высоте, да. Это двухмерный объект. Это плоскость. Плоскость. Да, вот, условно плоскость, да. А для пространства еще нужна третья мера по высоте, да, это объемность. Вот объемность. Ну хорошо, наш мозг понял, да, блин, оказывается, я тупил, блин, пространство, оказывается, нематериальное, блин, вот открытие, это, оказывается, большое для меня. Для меня лично действительно это было открытие, и это открытие я для себя сделал где-то в лет 45.
правда. Ну, раньше тупил, я просто об этом не думал. Ну, мы привыкли, пространство искривляется, там у Лобачевского там искривляется, там что-то, да, и разные пространства, 11-мерные пространства, там и 100-мерные пространства. Ну, надеюсь, вы теперь понимаете бред этих э, сочетаний слов, скажем так, да, измышления. Вот, пространство, оно строго трехмерно. А теперь некоторые физики про пространство присобачивают еще время. Время — четвертое измерение пространства. Вы везде много, везде читаете об этом, пространство, время. А давайте посмотрим опять. Мы же, наши мозги нам зачем даны-то? Ну, чтобы думать, правильно? Не чтобы как попугая повторять. Вот там сказал кто-то пространство, время, да, и мы должны это повторить. Надо же еще учиться, думать надо. И вот время. А что такое время? Как время вот присобачивается к объему? Если мы объем меряем, да, или измеряем, да, ну, условно, в метрах, давайте возьмем метр. В локтях, в пальцах можно, ну, в чем угодно вообще мерить, да, в футах можно мерить, ну, метр. Кубометр. Один кубометр, не буду показывать, по ширине, по высоте и ну, вот тогда 3 измерения. А время, куда его присобачить здесь? Если мы пространство меряем в метрах, то четвертое измерение должно быть там еще как-то в метрах. А секунды-то тут при чем вообще? Вот как это вы хотите вот присобачить? Может быть, цвета еще сюда присобачим, ну, да? Может быть, массу еще сюда, ну, почему бы килограмм к пространству не присобачить? Ну, к метру можно присобачить. Раз в секунду присобачиваем, ну, метры, давайте килограмм еще присобачим. Ну, что, джоули присобачим сюда. Ну, тоже там пятимерно, шестимерно будем говорить. Да, вот, ну, что такое? Это нарушение логики. Нельзя секунды присобачить к объему. Вот это вот неправильное понимание четырехмерности исходит из заблуждения такого. Да, ну, нам же из одной точки надо в другую точку попасть за какое-то количество времени. Да, требуется вот из одной точки нужно. Да, но чтобы из одной точки в другую попасть, и килограммы тоже же нужны. Без них тоже не обойдешься. Как вы без килограмма попадете вот из одной точки в другую? Ну, частицы, да. Они же без килограммов не попадут. А почему только в секунды взяли, а килограммы не взяли? Ну, чтобы из одной точки в другую попасть. Почему? Нехорошо как-то, да? Вы понимаете, вот эта идиотичность мышления людей, вот утверждающих о том, что время — это четвертое измерение пространства. Но тогда килограмм — это пятое измерение пространства, там, ну, ньютоны в силах — это шестое измерение пространства, потому что попасть, чтобы в одну точку в другую, нужна сила какая-нибудь, да, ну, ударить же должны, ну, почему бы и ньютону сюда не зафигачить силу, да, силой же она должна достичь, без силы никак не достигнете вот из одной точки в другую. Вот это идиотизм мышления, когда мы говорим о пространстве, начинаем присобачивать все, что угодно. И люди даже не делают анализа критического, А я филолог, я не физик. Я так думаю, что за идиотизм вообще, что за физики такие, которые хотят вот к метрам, кубическим метрам присобачить все, что угодно. Секунды хотят туда присобачить. Ну и присобачили, короче говоря. Вот и получается, что вот это вот, ну, не знаю, все предложения, где вы будете читать пространство и время, сразу просто выкидывайте что-то бред себе кобылы. На самом деле это нарушение логики, это нездоровое мышление. И свойство пространства, на этом мы сейчас завершаем высказывание следующее. Пространство, оно реально, мы находимся в пространстве, но оно нематериально. То есть пространство нельзя ограничить вот этой стеной, потому что там бесконечно по всему космосу это будет продолжаться, никакие там любые материи, да, нельзя ограничить, не будут ограничить, пространство нельзя ограничить любыми другими материями, да, пространство бесконечно, оно трехмерное, понятно, да, нематериально, вот мы сказали, и суть объемность, то есть пространство в себя включает всю материю. Пространство, самое главное надо усвоить, не зависит от материи. А вот материя зависит от пространства, потому что моя материя должна быть размещена в каком-то объеме. Но это не значит, что материя, пространство стало человеком. А то, что человек вдруг там разместился в пространстве, да. Но этого даже
есть в мыслях у нас такой идеи не появляется. Ну вот на этом я завершаю свое понимание космоса. Оно точно стопроцентное. Если вы не согласны с этим, ну извините, да, ну не согласны, ну что теперь делать?